Америка Кошмо Штаты Болот Темировду кайрадан өз максаттарына колдонууну көздөп жатат. Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандагы элчилигинде журналист Болот Темировду колдогон аудио сүйлөшүүсү интернетке тарады. Анда элчиликте жооптуу кызматта иштеген Нолан Джонсон менен ошол эле элчиликте маалымат кызматында иштеген Турат Макинбаевдин Болот Темировдун тагдыры тууралуу сүйлөшкөнүн угууга болот. Интернетте тараган бул аудио сүйлөшүүдө Америка Кошмо Штатынын кызматкеринин Кыргызстандын ички саясатына аралашканын байкоого болот. Элчиликтеги сүйлөшүүлөрдү коомчулук кызуу талкууга алып, Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандын ички саясатына кийлигишүүгө акысы жок деген сындар айтылууда. Вечерний Бишкек редакциясы сүйлөшүүнүн стенограммасын расмий тилде жарыялады. Привет, Турат, это Нолан. Могу я побеспокоить тебя на секунду? Да, конечно. Такой вопрос. Так, Вашингтон будет очень заинтересован в деле Болота Темирова. И мы хотим узнать от Болота, если он считает, что это может помочь ему в этой ситуации. А вы имеете в виду заявление? Да, если упоминание его имени в заявлении поможет ему. Потому что мы не знаем, что мы планируем сделать, но мы можем помочь ему. Знаете ли, даже если он скажет типа «упоминание этого будет хорошо», мы все равно не обещаем, что добавим его имя в заявление. Мы собираемся сказать что-нибудь, но мы пока стараемся выяснить, что сказать. Хорошо. Итак, если вы сможете узнать у него, у меня есть его номер, но дело в том, что мой русский недостаточно хорош, чтобы донести этот нюанс. Хорошо, я поговорю с ним. Я не знаю, есть ли у него есть свой телефон или какая там ситуация, но если вы сможете позвонить ему, тогда позвоните мне. Потому что вопрос в том, что мы скорее всего планируем сказать что-нибудь, но мы не знаем, называть ли его заявление будет хорошим или нет. Но если это будет хорошо, даже если он скажет «да», отлично, вы можете сказать мое имя, пожалуйста, скажите ему, что это не гарантия того, что мы вставим его имя в заявление. Хорошо, спасибо, и после того, как получите его ответ, если вы сможете перезвонить, я буду признателен. Второй разговор. Да, я только что поговорил с Болотом через Telegram, и он принимает очень сильные меры предосторожности и безопасности. Он проверил, точно ли это был я. Да, он показался немного разочарованным, конечно. И он сказал, что они определенно, их первоначальная цель была арестовать его. Но под давлением, общественным давлением, они просто отпустили. Но и он не знает, чего ожидать. И он был бы признателен любому виду поддержки, и заявление было бы кстати. Но он говорит, он упомянул, и мы уже увидели эти попытки передвижения для того, чтобы связать его вместе с Западом, с западной поддержкой и представить его как западного агента или шпиона, ну что-то типа этого. И он этого не хочет. И он был бы признателен заявлению, есть четкому заявлению, но без упоминания его имени, без...